Видите, ладони, сделайте их теплыми и попробуйте соединиться с этим маслом через дыхание, откройте все свои чувства, все свои ощущения через дыхание, через представление, как вы видите это масло, какого цвета, может быть, какой-то образ к вам придет, через ощущения в теле. Старайтесь соединиться с этим маслом. И это через масло вы соединитесь с аурой и с прямым контактом с Марией. То есть сегодня у нас будет получение знаний через непосредственный контакт. То есть ничего не нужно будет учить, просто присутствие ваше здесь, нахождение в ауре Марии позволит вам сразу напрямую, как в компьютер, загружать информацию той, которой она владеет. Ну и, конечно, что-то, может быть, надо будет запомнить, какие-то упражнения, которые вам в дальнейшем пригодятся. Да, вдыхайте это масло в себя и через вдох, через нос соединяйтесь, входите в контакт с духом этого прекрасного масла. Постарайтесь обернуть все внимание в себя, на свои ощущения. Почувствуйте свое тело, почувствуйте, как масло, как запах масла влияет на вас. Соединитесь по максимуму с собой, своим телом. Старайтесь присутствовать здесь и сейчас, в сознании своего тела. И так вы будете быстрее усваивать информацию. Через энергию усваивать информацию. И это первый контакт, первое соединение с землей Филиппин. И сегодня семинар – это первое посвящение, первый контакт со своими сестрами и братьями на Филиппинах, поскольку народ Якутии и народ Филиппин являются сестрами и братьями. So for the past 3 days that we were together with Markula, I felt that you are already in the move wave of the brain. Последние 3 дня, когда мы все вместе проводили семинары, гуляли, Мария почувствовала, что мы уже настроены на волну вот этой энергии Му. So this is the wave, this is the vibration of our brain that connects us to the cosmic wave, cosmic file, cosmic information. Вот это Му вибрация, Му филиппинская, они так называют. Это вибрация, которая соединяет нас с вибрацией космоса, с центром космоса, с тем местом, откуда исходит вся информация и энергия. So for this afternoon, we will just have to remind ourselves how we can benefit by going to the field of Mu for the health, for the healing of the country, and for the entire planet.
И сегодня мы научимся, каким образом мы поймем и научимся, и, может быть, даже многие из вас вспомнят, потому что мы все знаем об этом. Информация в наших телах, в наших генах существует. Мы вспомним и узнаем, как, соединяясь с энергией, с универсальной энергией космоса, мы можем целить себя, исцелять себя, помогать другим, менять свое здоровье, менять ситуации, которые, возможно, нам не нравятся, менять свои черты характера. В общем, познаем энергию трансмутации, познакомимся с этой энергией или вспомним ее. Yes. Who among you here was touched already by a Filipino healer who had healing with a Filipino? Кто-нибудь из присутствующих пробовали целительство филиппинских хиллеров? So this afternoon you will be touched by the Philippine energy that will remove some unnecessary file from your mind, from your feeling, from your body. Files of diseases or discomfort about the feelings. Тогда, раз никто не пробовал, сегодня у вас будет первый раз такой шанс, возможность попробовать на себе целительство филиппинских хиллеров, посмотреть, как это работает, и на самом деле уже исцелиться, удалив информацию из своего файла о каких-то негативных событиях или о своих болезнях, либо трансформировать какие-то свои, может быть, черты характера, либо убрать эмоциональные блоки. So Mu wave is not discussed by Filipino healers, but this is their technology of removing the information of disease in the body through the Mu wave. Эта информация они не дискутируют на самом деле филиппинские хиллеры, но они изначально знают, эта информация присутствует в их генах, в их поле, информация о том, как можно удалять, убирать ненужные информационные файлы, которые, в общем-то, уже мешают настоящей жизни. You can see on internet the healers taking out the eyes, washing in glass of water, or the heart, washing or removing some blood in the body. That's you will find in the internet about healing, the psychic surgery healing of А если вы зайдете в интернет и начнете искать, кто же такие филиппинские хиллеры, вы увидите много очень странных вещей, типа того, как хиллеры достают свой глаз там у себя или у кого-то полощут там его в воде, обратно ставят, либо достают сердце, там моют и обратно ставят. Ну, такого много всего. И это под названием филиппинские хиллеры выскакивает. But this is just physical presentation. The energetic behind this is we are trained to remove this information on different levels in the positive file, in the mental, in the ether, and in the body cells memory, the file of the disease. Но это всего лишь такое материальное представление того, что на самом деле происходит. Потому что мы делаем, это удаляем файлы из нескольких наших тел. Мы состоим не только из физики. Мы удаляем файлы информационные, которые уже отжили свое и больше не нужны, нам только мешают, из эфирного тела, из клетки, из эмоционального тела и из тела ума. So this afternoon, I will train you to be all Filipino healers. То есть сегодня мы все станем филиппинскими хиллерами. Научимся, как быть филиппинскими хиллерами. We'll have introduction on how we can train the mind. Who are the third levels now in my seminar? Who finished the first and the second? Поднимите руки, кто закончил первый и второй день семинара, кто был. So you are in the third level. It means that your transmitting power is already very strong, and you will do it
For the third time, you will transform the breakable object into a bouncing object. Очень хорошо. Значит, те, которые сегодня третий день, это будем считать, что вы сегодня на третьем уровне, поскольку ваша энергия увеличилась, ваши способности увеличились, у вас уже была возможность попробовать, потренироваться. И сегодня мы будем делать то же самое, что и 2 дня. Мы будем трансформировать, преображать одно свойство материала в другое. Собственно, это то, чем занимаются филиппинские хиллеры. Сегодня мы лампочку, которая из стекла, будем преображать в резиновый шарик. То есть свойства материала будут меняться. Хотя материал сам, видимо, меняться не будет. Но свойства будут. И вы это сегодня все сделаете. Посмотрите, как это работает. Exercise for the third level, and those who did not finish yet the first and the second, you will not do this yet, but you will transform any problem in your body, either mental stress, emotional stress, or some pains or disease in your body. А те, кто сегодня присоединился первый день, вы не будете сегодня трансформировать стекло, вы будете трансформировать себя, выберите, что вы хотите сегодня изменить, свои мысли, может быть, какой-то как заезженная пластинка что-то играет, да, или свои эмоции, например, там злость неожиданно вдруг вырывается тогда, когда в самый неподходящий момент, такое бывает, да, либо какие-то, может быть, болезни. То есть вы сегодня примените эти знания к себе. So if ever some would have some stones in kidneys or in gallbladder, you will know that they will just disappear if you are able to tune in to the movie. Если у кого-то есть камни в почках или в желчном пузыре, вы сегодня сможете их убрать через стопроцентную веру, что вы это делаете, что вы это сделали. Да, и это будет, если вы это сделаете, если вы сумеете соединиться, войти в контакт, в тотальный контакт с вот этой энергией му, о которой мы говорили в начале. It's actually the vibration of Yakutya. We felt this very strongly today in the morning when we climbed the mountain. Да, и эфир Якутия, вот этого места северного, уже в контакте с этой энергией му. И это мы сегодня все могли почувствовать, когда поднимались на горы и провели там какое-то время. Why? Because the wisdom of the cosmos is before it will reach other part of the planet, you first receive it. You are the first receiver of this wisdom from the cosmos. Поскольку это место, Якутия, находится на севере, близко к Северному полюсу, к полярному кругу, откуда мы видим все северное сияние. И северное сияние – это, конечно же, мощная энергия, которая выходит из центра Земли. И вы первые, которые ее получают. У вас есть эта возможность ее получать. Потом ее получают все остальные. You are gifted with very powerful shamans and scientists and Ray to ground this vibration for the planet. И вы все на самом деле одаренные, талантливые шаманы в связи с тем, что вы получаете эту энергию, информацию из космоса. Вы просто живете на этой земле. Really grateful to the cosmos for allowing me to receive this information through Markula and bring me here so we can work together in recreating our beautiful planet. И я очень благодарна Меркуле за ту возможность
приехать сюда, посетить это место, встретиться с вами и почувствовать эту энергию и дальше нести ее свет и силу, мощь этой энергии, этого места дальше по всему миру. Because this is the period of the planet, as if we are in the time that we are about to be reborn. You know the pain for women. You know that the delivery pain when you are giving birth. This is the period of giving birth. We are rebirthing the planet. Потому что это очень важное время сейчас, в которое мы живем. И женщины знают время перед рождением ребенка. Вот это боль, страдания. И мы сейчас все вместе, и вся планета проходит через это время, как время перед рождением, перед перерождением, так скажем. Вы в это верите? We will serve like nurses to reborn planet Earth, to help the birthing of new and beautiful planet. Поэтому каждый из нас, живущий в это время, мы являемся вот этими людьми, которые помогают рождению ребенка. Как называется у вас? Вот, которые, у нас повитухи по-русски, да, которые вот принимают роды. Да? Вот такие женщины есть, которые принимают. И мы все, как повитухи, помогаем планете переродиться и переродиться себе, поскольку мы та же самая планета. So when the baby is coming out, the baby is crying, very strong crying, and tears are coming out. This is the time when our tears are coming out, and we are downloading the vibration of mercy. We are asking mercy from the cosmos to recreate our destroyed planet. И это время, когда малыш делает первый крик, плачет, и слезы, еще не понимает, что происходит. Но мы, как помощники, как хиллеры, должны помочь, и на самом деле помогаем этому рождению, перерождению, и все принимаем в этом участие, все, каждый из нас. And the planet is represented by our body. И планета представлена в этой комнате нашими телами. То есть у каждого свое тело, это как отдельная планета с теми же самыми элементами, что и вся наша общая планета. If we feel good, if we are healthy, then the planet is healthy. Если мы здоровы, чувствуем себя хорошо, каждый из нас той планеты здорова и чувствует себя хорошо. Are you ready to explore our healing experience today? Вы готовы к нашему опыту, сегодня новому опыту? Да. Давайте сегодня постараемся одно из таких упражнений на весь семинар. Стараться концентрироваться на себе, на своем присутствии, в своем теле. Отмечать, что мы чувствуем, как мы себя чувствуем. Отмечать свои эмоции, может быть, даже мысли. Да? Держать, это называется держать энергию. Да? Быть как бы хозяином своей энергии. Да? То есть не расплескивать ее, просто так не выбрасывать, да? Держать и управлять ей. То
есть когда мы находимся в состоянии здесь и сейчас, в присутствии своего тела, время как будто бы останавливается. Знаете, как в кино время остановилось, и все остановились, и мы уже в это время можем менять все, что мы хотим менять. Да? А оно останавливается только тогда, когда мы в своем теле тотально здесь и сейчас. И сейчас мы все произнесем уже известную мантру Ом, которая поможет нам настроиться, еще глубже настроиться на энергоинформационный поток. Когда потереть ладони, можете потереть ладони и положить их на затылок. И сейчас Амаркула вместе с нами пропоет мантру Ом 21 раз. Сосредоточились на себе, на своих ощущениях. Угу. Можно слегка прикрыть глаза и обернуть зрение, как будто бы вы смотрите внутрь себя.
visible. Остаемся сосредоточенным на себе, на своих ощущениях. Старайтесь не терять ощущение себя. Third level, anyone who can tell us the 3 sakon on how to transmute vibration. Те, кто сегодня третий раз, может быть, знают и запомнили закон, 3 закона, которые помогают трансмутировать, преобразовывать энергию. Кто хочет сказать, поднимайте руку. Верить в себя, сила мысли, намерение, сильное намерение, вера и благодарность. 3, да? Повторяем. Четкое намерение, это значит видеть четко картину перед собой, которую вы хотите, чтобы получилось, верить в то, что это уже произошло, и верить в это с благодарностью. Вот 3 компонента должны сойтись в одну точку. Угу. Intending, thank you, ancestors, elements, or cosmos, for I am healthy. In their mind, they see they are in perfect health. Например, если наше намерение о здоровье, и мы говорим, я благодарю своих предков, космос, за свое здоровье, за то, что я здоров. И вы должны это говорить с уверенностью, в состоянии уверенности и благодарности, в состоянии веры, что это уже произошло, что это так и есть. So remember those 3 laws for the beginners and for the master students. Так что запомните вот эти 3 важные закона и старайтесь их соединить в одну точку. We'll ask if it really works. It works if you have strong faith and really clear with what you want to realize. Если вы спросите, на самом ли деле это работает? Да, это на самом деле работает, если у вас сильная вера, сильное намерение и видение того, что вы хотите. И все это окутано, конечно же, в состоянии благодарности. So our thoughts is connected to the entire cosmos. What we think, the cosmos immediately records and download the information, and it replies back to us. Каждую мысль это информация, и любую информацию космос слышит. Космос слышит и сразу же берет для воспроизведения, для того, чтобы создать то, что вы замыслили, и вернуть вам это обратно. We have 2 glands in the head that connects us to the sphere. We have the pituitary gland, antenna, and downloader or taker of electricity. У нас в головной мозг, наше строение головного мозга устроено таким образом, что у нас там есть 2 железы, одна из которых на самом деле является антенной для получения информации из космоса. And the second is the pineal gland, is our inner eye, is our intuition center. We know all about our body, about our life. И вторая железа у нас отвечает за интуицию. Если мы в контакте, и она у нас хорошо развитая и работает, то мы точно знаем любую информацию о своем теле, о своем здоровье, о событиях в своей жизни и можем предчувствовать.
And when this is vibrating with the moon, then we are cooperating with the information field of the cosmos. And your instrument that you use in the mouth and now this one is a very powerful stimulator of these two glands. This instrument, Да, и вот как раз, Мария, сегодня у нас мы слушали игру на варгане, и вот он как раз вибрирует на той частоте, которая соединяет нас вот с энергией Му, с энергией космоса вот в одно целое. И как бы гармонизирует работу двух вот этих наших желез, гармонизирует помогает нам, да, сконтактироваться, получить вот эту связку, вот эту прекрасную связку, через которую мы получаем и знания, и энергию, и информацию. То есть это очень хороший инструмент. И вибрирует на правильной частоте. It does not only vibrate your brain system, it vibrates your whole body. И она не только помогает вибрировать системе мозга, но и также вибрирует все тело, все клетки. Then let us review the energy around your fingers. What happened to your energies after the visit to the mountain? И сейчас мы проверим состояние нашей энергии после того, как мы посетили горы. Что нужно сделать? Вы уже знаете, что нужно сделать. Соединяем ладони таким образом, чтобы линии на руках выстраивались в одну линию. Сначала линии собираем, потом смотрим на мизинцы. Если мизинец, один из мизинцев выше другого, то это говорит о том, что в ауре есть дисбаланс. Если мизинцы на одном уровне, значит все хорошо. У всех все сбалансировано, да? Sometimes the left will be longer with those list of reasons. Иногда левый мизинец длиннее. Those are the reasons why sometimes the left finger is longer. Вот написаны причины, по которым левый палец может быть длиннее. And what to do is to communicate to the ancestors, to the elements, for help, or do some sound vibrations to harmonize the body. Нужно установить коммуникацию с предками. Можно использовать мантру Ом, можно использовать варган, можно использовать медитацию и просить сгармонизировать тело и все свои тонкие тела тоже. Если правый мизинец больше, то it is disbalance with elements or some reasons that we have listed. We just have to increase our vibration to normalize the energy. Значит, вибрации немножко пониженные, и мы точно так же просим предков помочь балансировать наше тело и наши все тела. И точно так же мы просим повысить наши вибрации. Да, как мы повышаем вибрации? One is our awareness that we are always happy. Our mind is peaceful. Это наша уверенность и наше знание о том, что мы всегда счастливы, и наш ум в порядке, в спокойном состоянии. And our food is enough, vitamins, minerals, water to support the flow of electricity in our body. И у нас достаточно пищи, и эта пища богатая витаминами, минералами, и способна поддержать наше тело в здоровом состоянии. And enough movement, just like what Allah taught you, move the hands, the legs, the whole body to vibrate, because we are always vibrating with the cosmos. И, конечно же, необходимо движение,
для того, чтобы повышать свое энергетическое состояние. Ну, и те движения, которые мы вчера делали, или любые другие движения. В общем, физическая активность важна. So, can we see this energy? We can see. Мы можем видеть на самом деле эту энергию. So, if you are concentrating to receive information from the cosmos, please memorize this spiral of gold and silver energy coming to your head. It's like water bathing your whole body. Когда вы призываете энергию из космоса, представляете, вот как на этой фотографии, это на самом деле не огонь, это фотография реальной энергии, фотография Марии. Представляете, даже вот эту фотографию можно запомнить, как сходит сверху на вас энергия и заполняет ваше тело и омывает вас наружу. This cosmic energy flow was taken when our scientist here was meditating near the water in our country, and he received this strong flow of the cosmos energy. Вот эта фотография с энергией была сделана на Филиппинах в то время, когда один из хиллеров медитировал, был в глубокой медитации, и вот на него снизошла вот такая энергия, и она как раз была сфотографирована. И вы точно так же можете получить ее, когда вы запрашиваете энергию из космоса. Every time we request from the cosmos the help, light comes to us, like covering our head, like the photo that I have when I requested additional power to help difficult diseases in our sacred natural pyramids in the north of Philippines. И вот эту энергию Мария получила на той фотографии на севере Филиппин, когда она запросила энергию, чтобы вылечить одну сложную ситуацию. Как раз вот была сделана эта фотография. И там видно, как шар энергии над головой Марии. We have a lot of natural pyramids in the north of Philippines. У нас много натуральных пирамид на севере Филиппин. And I hope you can visit one day our sacred place. И я надеюсь, что однажды вы приедете к нам на Филиппины и посетите эти сакральные места. Feel this energy. Сейчас мы постараемся почувствовать вот эту энергию. Сделаем упражнение. Разотрите, пожалуйста, ладони. The energy between two hands. И попробуйте почувствовать вот этот магнетизм между двумя ладонями. Then let us touch our ear. И давайте потрогаем наше магнетическое поле, магнитное поле или эфир. Таким образом, да, настройте ладони свои на ощущение своего поля. Можете что-то чувствовать? У нас 4 пальца от поля, у многих заканчивается энергетическое поле, наше эфирное поле. У кого-то может быть еще ближе. The sensation, it means that they are ready to perform the exercise. Хорошо, почти все почувствовали, да? Все, да, почувствовали. Это значит, что вы готовы к следующему упражнению. Угу. Ага, и сейчас
Повторяйте за Марией. Мгм. Вы сейчас можете чувствовать энергию, даже можете ее увидеть, если поставите пальцы перед чем-то, ладони перед чем-то черным, из пальцев выходит энергия, лучи энергии. Видно? Видите? На каком-то темном фоне это очень хорошо видно. Если вы вот так вот пошевелите, вы увидите. Да, есть? Угу. Да, вот пошевелите или рукой, ладонью, или пальцами, вы увидите. Очень явно. И попробуйте сейчас ощутить энергию над головой. Угу. Здесь у нас чакра или антенна. У нас основных 7 чакр. Но в традиции Марии открывает 36 чакр. И Маркула уже изучает это. Почувствую ваш третий глаз рукой. Можете чувствовать, ощущаете? Угу. Третий глаз изучаю. И теперь почувствуйте свое горло, энергию горла, энергию сердца. Обычно сердце излучает очень сильную энергию, потому что сердце толкает энергию в теле. Пустите руку на уровень солнечного сплетения. Угу. А там у вас находится ваш первый ум в животе. Угу. Точка под пупком в середине живота. Угу. И теперь первая чакра, самая нижняя чакра, она находится в районе копчика. Угу. У вас получилось все точки прочувствовать? Все чакры? Угу. И давайте теперь попробуем усилить энергию этих всех 7 чакр. И также проверим, есть ли у вас проблемы с сердцем. Сейчас Мария покажет, все посмотрим, и потом мы встанем и повторим. Ладони друг перед другом, развернули и переплели пальцы. Вдох к себе и выдох, вытянули руки вперед. Угу. Кто у кого не получается? А это значит, что есть блоки в районе сердца или в сердце. Угу. 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 У кого не получается, это говорит о том, что артерии у нас забиты, плохо работают, становятся такими не растягивающимися. Капилляры тоже полны кристаллов сахара. И лимфатическая система, да, тоже заблокирована. И тело у нас как такое мини-болото. Ага, теперь поменяем руки. Если раньше была правая сверху, теперь левая сверху. Угу. Вдох к себе, выдох от себя. Вдох к себе, развернулись и выдох от себя. Ну, почти у всех получается. Угу. Хорошо. Угу. Угу. Делаем так несколько раз.
полезное упражнение. Утром встали, потянулись 11 раз. И вечером перед сном. Даже если у кого-то не получается, со временем получится. Yes, yes. Almost everyone did it. Да, все в порядке у вас с сердцами, слава Богу. Не получается? Надо тренироваться, да. Окей. И сейчас я вам покажу короткое движение, которое сразу же помогает нам запустить лимфоток в теле, особенно когда мы сидим долго. Мы чувствуем усталость, хотя, казалось бы, мы сидим, ничего не делаем, не работаем. От чего усталость? От того, что непрерывно клетки сбрасывают в лимфоток токсины, и у нас и токсины, пока мы сидим, они никуда не выходят, тело зашлаковывается. То есть чем больше мы сидим, тем больше у нас шлаков. И вот чтобы быстренько запустить в работу лимфатическую систему, лимфатическая система – это система вывода ядов и шлаков из организма, и она всегда, лимфа, очищение начинается снизу вверх, никогда в обратную сторону. То есть мы очищаемся снизу вверх. И сейчас покажу вам упражнение, которое сразу же быстро вас реанимирует. Во-первых, даст много энергии, во-вторых, почувствуете себя намного бодрее и начнется очищение. Так, я просто, наверное, тут буду стоять, да, чтобы не свистеть в колонку. Хорошо, поднимаемся все. Мы вчера очень здорово позанимались, кто был вчера, машем руками. Классно же было? Да, мы вчера зажгли. И сегодня мы тоже попробуем зажечь. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что мы должны пятками толкнуть пол. Давайте начнем с того, что мы просто поднимемся на 2-3 сантиметра, оторвем пятки от пола и всей тушкой упадем. Ага, давайте еще разочек. Просто падаем, не опускаемся, а падаем. И высоко подниматься не надо, вот 2-3 сантиметра максимум. И давайте положим одну руку на грудь и прислушаемся, что там у нас происходит. Есть ли у нас отдача в ладонь, толчок изнутри? Есть? Все потому, что наше тело на 80% состоит из воды. И вот эта вся вода внутренняя пошла вверх. Как раз по ходу движения лимфы. Мы ее просто толкаем, помогаем. Сделали раз 30 вот таких приземлений на пятки. Можно положить ладошку на затылок. Не затылок, на... Что это у нас? Макушка, да? Как? Есть у вас отдача в руку? Есть? Есть. Это очень хорошо. Сейчас будет еще лучше. Ага. Хорошо. Остановились. Стопы параллельно друг другу. И сейчас, смотрите, переносим немножко вес на переднюю часть стопы. Раз, немножко вперед, да? Угу. Приподняли пяточки 2 сантиметра и согнули легонечко колени, да? Вот так вот в такой позиции. Макушку потянули вверх, так раз. Прямо макушку потянули. Копчик вниз. Угу. Отлично. И теперь по очереди толкаем пятками пол. По очереди. Ага. Бедра у нас не гуляют ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, на одной линии. Да. Не сутулимся. И толкаем пятками пол. Угу. Так. И положили одну руку на грудь. Что там происходит? Чувствуете молоточки? Молоточки. Представляете, от пяток вода поднимается аж до груди. Угу. Только расслабьте мышцы. Все мышцы у нас расслаблены. Бедра расслаблены, ягодицы расслаблены. Угу. И теперь другую руку положите на затылок. Одна на груди, другая на затылке. Ну как, затылок вибрирует? Вибрирует. Угу. Давайте минутку так повибрируем. Все, можно опустить руки, расслабить руки, просто толкаем пятками пол. Полностью расслабляемся и дышим через нос.
Угу. Угу. Хорошо. И теперь кому-то хочется руки поднять наверх, и это правильно. Поднимаем руки наверх. Поднимаем руки наверх. Соединяем вот таким вот образом. Перед пальцы, указательный вверх, большие скрещены. Угу. Продолжаем толкать пятками пол. И теперь классные яблоки закатили так, чтобы увидеть руки вверху. Ага. Расслабили лицо. Кончик языка уперли в небо за верхними зубами. Дышим через нос. И толкаем пяточками пол. Представьте, что у вас пульт управления в пятках. Можно посильнее толкнуть. Угу. Ну, кстати, надо было разуться. Я вам забыла сказать, что босиком мы это делаем. А давайте-ка разуемся. Просто я хочу, чтобы вы поняли, хотя бы попробовали, насколько это классно работает. Вы сейчас, когда разуетесь, у вас прям молоточки будут здесь в голове. И вы сами скажете, где у вас будут молоточки. Да? Разулись? Ну, начали. Поехали. Толкаем пятками пол, закатили глаза, смотрим на ладошки. Рот открытый, рот открытый. Кончик языка уперся за зубы. Угу. И прям толкаем пяточками пол, забиваем гвозди. О, дело пошло. Угу. Смотрим глазами на руки. И тогда у нас завибрировало очень хорошо. И голова, и гайморовые пазухи, и десна, да, цинги не будет. Зубы будут крепкими. И не будет отеков под глазами. И все в порядке будет с сосудами головного мозга. Хорошо. Опустили руки. Ну, хорошо. И давайте еще сделаем одно упражнение. Просто вот потрясемся. Наша задача, да. Да. И кто знает шаманскую мантру, давайте споем. Мы сегодня ее пели. Вперед чуть-чуть наклонились, плечики. Назад. И теперь в этом состоянии открыли сердце, солнце и продолжаем. Хорошо. И сейчас мы сделаем вдох, руки вверх, на задержке. Хорошенечко протрясемся, задержка дыхания. И выдох. И сейчас еще раз вдох глубокий. Задержка дыхания, протряслись. И выдох. Выдохнули всю энергию, послали в землю. Еще раз вдох.
Протряслись, хорошо. И выдох. Хорошо. И остановились, и замерли. И даже не моргаем. И все внимание в тело. И что там происходит? И ноги, конечно. Энергия пошла. Ага, и каждая клеточка получила свое. Каждый сосудик, каждый капиллярчик ожил в нашем теле. Вот такие простые движения, но сами себе ответьте, когда вы в последний раз вот так себя растрясывали? Никогда. Никогда, наверное, в детстве. А это наши самые естественные движения здоровья. И больше ничего. Не надо поднимать гири в спортзале. Не надо садиться на шпагат или на мостик. Это ничего не даст. Это здоровье не даст. А вот растрясывание, наши естественные движения. И мы их назвали сегодня с Меркулой шаманский шаг. Шаманский шаг. Или шаманский танец. Да, все элементы наши начинают наполняться энергией естественным образом. И знаете, что у каждой народности присутствует вот этот характерный элемент растрясывания. У каждой. Вообще у каждой. Поэтому вспоминаем наши корни и продолжаем улучшать свое здоровье и через растрясывание в том числе. Хорошо. Тест. Энергию мы сейчас подняли. Все взбодрились, да, после прогулки, после обеда. Ага. Сейчас мы проверим, и насколько у вас получится трансформировать прямо сегодня, прямо сейчас, и убрать эти кристаллы сахара в капиллярах. У кого есть также холестерин, да, спасибо, все время это слово забываю, жиром его называю почему-то. Холестерин. Ну, жир, да, ну, по-правильному холестерин. Холестерин в сосудах. И если у кого-то есть жирное сердце, это тоже можно убрать. Угу. Если вы можете вот таким образом зацепить руки сзади. Ага, можете, да? Кто может, кто не может. А? Все могут сделать или не все? Нет, нет, не все, да? Не все. Хорошая новость. Значит, мы с вами скоро встретимся. Встретимся в онлайн. Приходите на занятия, потому что мы как раз занимаемся тем, что трансмутируем тело, занимаемся вот нашей новой практикой, которую, вернее, с практикой с новым названием «Шаманский шаг». Приходите, через пару месяцев у вас будет все в порядке. Будете дотягиваться сзади, руками захватывать и поправим поток. И, в общем, здоровье улучшится, помолодеете лет на 10. Приглашаю всех. И давайте сейчас проверим сердце. Все ли могут делать вот это упражнение, которое мы уже сегодня делали? Угу. Все. Угу. Почти все, да? Почти все. Те, кто до сих пор не может, не получается. Да, пожалуйста, делайте это упражнение 10 раз с правой руки, 10 раз с левой руки каждый день, вечером, утром. И через какое-то время вы посмотрите, улучшение будет видно.
Это очень дешевый способ сделать свое сердце здоровым. Вместо того, чтобы делать трансплантацию сердца, просто делайте это упражнение каждый день. Вот и все. The transplants of ALA will prevent having cancer, heart attack, insult, or problems with the liver, problems of the kidneys, and veins, the varicose. И вот это упражнение «Шаманский шаг» уберет, ну, на самом деле, Мария сейчас перечислила где-то 10 заболеваний, ну, их, ну, просто их очень много, ну, практически все. Ну, Мария, я даже забыла, что сказала. Варикоз. Последнее было варикоз. Давайте я вам скажу. Варикоз, инсульт, застой лимфы. Застой лимфы – это все. Когда лимфа стоит, это, представьте, болото. То есть в болоте начинает все развиваться. Черви, бактерии, паразиты, грибы. И они, в свою очередь, прорастая, начинают создавать проблемы там, сям. У нас появляются диагнозы, которые, ну, врачи, конечно, их не коннектят никак с застоем лимфы и с процветанием там бактерий, грибов, паразитов и так далее. В общем, не излечив корень болезни, да, причину болезни, начинают лечить какие-то там, замазывать прыщики там на это самое. Да, на поверхности. Поэтому понимаете, да, если мы чистим лимфу, лимфа становится не болотом, а проточной рекой, все, автоматически вы худеете, отеки уходят, клетка становится нормальной, а рак прекращает свое развитие, сердце, ну, перестает быть там таким отечным, жирным, собственно, все органы отекают, когда у нас застой лимфы, отек, ну, то есть воспаляются, это называется воспаление клетки. Клетка приходит в нормальное состояние, и все приходит в нормальное состояние. И не нужно ездить по разным там врачам. Просто займитесь лимфой, все, очистка, детокс. Вот, возможно, да. Для этого мы применяем различные абсорбенты, да, потому что это как будто бы, если мы начинаем заниматься лимфодренажом, да, представьте, как мы ковер, который набрал в себя пыль, вот эту грязь, мы его начинаем вытряхивать. И вот эта вся грязь, она выходит сразу. Абсорбенты любые, черный уголь, таблетки, знаете, черного угля, энтеросгель, знаете, у вас есть, наверное, да? Ну, вот кто что любит, я люблю энтеросгель. Вот. Еще мы применяем, что? Вот перед занятием лимфой, упражнением, у вас он должен быть в кишечнике, чтобы он сразу вот эту грязь, которая вытряслась, чтобы он ее сразу забрал и удалил. Но знаете, у кого как? Все знают, как у них работает кишечник. Например, у меня это долго, мне там за 6 часов нормально. У кого-то 2 часа. Вот, ну, вы сами себя лучше знаете. Постоянно танцевать, да. И петь. И петь шаманские песни. Все. Во-первых, настроение будет хорошее, состояние будет хорошее, мысли будут светлые, да. От светлых мыслей у нас же создается свет в теле, в клетках. Это же нам, ну это же естественно. Уже все понимаете. The highway, the pathway of electricity, that is your pasvanot, the spine straight. If the spine is straight, your electricity is enough to all the body, to all the organs, and you are happy. Еще один момент, который очень важный и без которого дальше сложно идти. Конечно, позвоночник – это наша антенна, которая излучает на позвоночник как бы все посаженные чакры, все остальные. То есть, понимаете, да, антенна излучает информацию во внешнее пространство и получает информацию из внешнего пространства. Я не знаю, вы видели где-нибудь какую-нибудь кривую антенну? Ну, обычно ее стараются все выровнять, да, антенка ровненькая. И тогда энергия хорошо течет через нас на прием и на отдачу. Поэтому мы все привыкли сидеть нога на ногу или стоять вот так вот. И у нас идет перекос, у нас выходит сустав из лунки своей обычно. И в связи с этим одна нога длиннее другой.
и перекашивается у нас, вот весь позвоночник идет на перекос, сжимаются органы внутренние, и, соответственно, все, что сжато, то недополучает питания, то как бы, ну, некомфортно себя чувствует, неполноценно работает. Вот. Поэтому периодически нужно загонять опять в лунку вот этот суставчик, который выходит, он почти у всех выходит. Вот. И сегодня, и тем самым выравнивать позвоночник. Но, конечно же, когда позвоночник выровняли, вы следите за тем, чтобы опять не сесть вот так вот, или там не встать, потому что сразу же он очень быстро опять выходит сустав из своего места, и у нас начинаются перекосы. Но зачем это? Понятно, что многим как бы удобно вот так сидеть. Мы просто должны помнить, что наши возможности и способности, ну, увеличиваются. Если мы хотим их иметь, эти способности энергетические, то тогда следим за тем, чтобы позвоночник был ровным, для того, чтобы внутреннее пространство было чистое, вот эта наша внутренняя вода была рекой, а не болотом. Вот. Ну и, конечно же, следим за пищей, что мы едим. Да, сейчас я вам покажу очень простое упражнение, наверняка вы все знаете, как расслабить мышцы вот, в крестце, которые поддерживают позвоночник. Все вместе встанем. Ну, простое движение, как руки через верх, растягивайте серединку, копчик вниз, сразу старайтесь копчик вниз, да? Не больше ходить. Копчик вниз. Потянулись вверх, носочки, копчик вниз и выше. Расслабились. Почувствовали свое тело. Всегда начинайте делать упражнения с ощущением своего тела. Не просто думая о чем. Зашли в тело, почувствовали, у меня есть тело, да. Начали вдох. Тянемся вверх, копчик вниз. Максимальный вдох и выдох. И расслабились. Почувствовали, что на самом деле расслабились. Видите, вы уже сейчас становитесь осознанными в своем теле. И это уже очень многое. И оставайтесь, пожалуйста, осознанными как можно дольше. Вдох. И остаемся осознанными в теле. Сделаем 9 раз. 2. Тянемся вверх. Руками ладонями развернутые к телу, развернутые к небу, копчик вниз. Выдох. Оставимся в теле. Вдох. Растягиваем руки вверх. Копчик вниз, развернули руки. Протянулись, достали до неба ладонями, копчик вниз. Выдох. Расслабились. Пока стоим несколько минут тотального расслабления. Вдох. Наполнились максимально воздухом. Потянулись ладонями вверх, копчиком вниз. И выдох. Расслабились. Находимся в теле, не теряем тело. Вдох. Максимально глубокий вдох. Протянулись вверх, достали до неба, копчик вниз. Растянули позвоночник в разные стороны. Выдох. Еще 3 раза находимся в теле. Вдох. Ладонями достали до неба, достали, тянемся, тянемся, стараемся дотянуться. Еще 2 миллиметра последних.
расслабили лицо по максимуму. И позволили щекам прям стечь на грудь. Потянули сладко, как будто бы только проснулись. Выдохнули внизу. Пустили всю лишнюю энергию. Очистились по молоке. Хорошо. Садись. Отлично. Как вы себя чувствуете? Отлично. Все сказали отлично. Отдохнули. Вот так всего лишь каких-то там 5 минут можно отдохнуть. За 5 минут привести себя в порядок. Все помолодели на 10 лет сразу. Those who are first time to see Allah, who can give the right age of Allah. А Мария? Перевожу вопрос Мария. Те, кто видят Аллу, меня первый раз, ну как вы думаете, сколько ей лет? Шестьдесят, 51, 43. Мы оставим это интригой. Bring down your age to 25 years old. Get the cellular age, 25 years old. Наша задача, наша дисциплина, мы обучаем и стремимся к тому, чтобы наши клетки были всегда в состоянии 25-летнего возраста. So when we remove all the toxins in the body, those stress, those negative emotions, the age of the cells would always be young because the body cells doesn't record any age. Клетки тела не записывают возраст, и просто проблема в том, что тело у нас немножко перегружено токсинами, и эмоциональными, и всякими физическими. То есть перегруз, очищая токсины из тела, убирая эмоциональные, ментальные, физические, мы просто даем клеткам возможность жить так, как они должны, в общем-то, быть такими, какими они должны быть. То есть природа сама себя поддерживает. Все в этой природе предусмотрено. Главное ей не мешать. Please forget all your birth age. Just remember it when you are claiming your pension. Пожалуйста, теперь все забыли про свой возраст, но, правда, не забывайте в то время, когда нужно как бы уже за пенсией обращаться. So let us now fix the bone. Your muscles are ready. Yeah. Сейчас мы поправим наш позвоночник, сделаем его прямым за счет того, что вставим обратно в лунку. Вставим в лунку наш сустав, но перед этим нам нужно проверить, какая у нас нога все-таки, какая сторона вышла из сустава. Ага. И сейчас Мария проверит. Нужно сесть ровненько. Посмотрите на свои пальцы на ногах, они должны быть на одной линии. Ага. Сейчас Мария вам скажет, какая нога у вас. Если сустав вышел, она скажет, какая. Запомните, да? А? Да, знаете, да? Угу. И запомните, у кого какая нога длиннее. Мы сначала будем работать с этой стороны.
Ay, извините. Ева. Мы закончили нашу диагностику. Ага. И теперь упражнение. Мария сейчас покажет, как нужно вставить сустав. И мы это сейчас все с вами сделаем, начиная с той ноги, которая длинная, на которую Мария вам указала. Положите, найдите косточку вот здесь на бедре у вас. Почувствуйте, подвигайте немножко ногой, и вы почувствуете, как она движется. И вам нужно надавить на эту кость. Вдох, поднимите колено, и на выдохе надавливаем и вытягиваем ногу вперед. Мы ногу вытягиваем, смотрите, немножко вперед, она высоко, да, и потом опускаем вниз. Вдох, выдох. При выдохе надавливаем хорошенечко на эту кость. Прям в ладони, вот этой жесткой части ладони, да. Угу. Иначе силу применить нужно, иначе не получится вставить. Это прям реально силу примените. Вот. Сколько у вас есть силы, надавите на кость. Угу. И теперь нужно сбалансировать это движение с движением таким же с другой стороны. Угу. Вдох. И выдох, надавили на кость, вытянули ногу вперед. Вдох, подняли колено, надавили сильно на сустав и опустили ногу вниз. Сделайте так несколько раз. И положите руки на бедра, вот на косточки, да, вот эти, которые у нас тазобедренные. Да. И можно будет посмотреть друг на друга, на одном ли у вас уровне руки. Вот посмотрите друг на друга, они должны быть на одном уровне.
Вот. Хорошо, все посмотрели, попробовали, можете присесть, пожалуйста. Скорее, камера атака тендунgan. Хорошо, мы выучили, как помочь себе с суставами. Периодически проверяйте себя. И сейчас мы переходим к шее. Давайте сделаем самотест. Поворачиваем плечи ровненькие, и только голову поворачиваем направо. И стараемся заглянуть себе за спину, видеть, что у вас там за спиной. Угу. И теперь в другую сторону. Если получается увидеть, то значит все нормально. Угу. Ага. Кто не может смотреть направо, поднимите руку. Ага. Ага. Кто не может смотреть налево, тоже поднимайте руки. Кстати, я вот смотрю, те, кто не поднял ни одной руки, но на самом деле я вижу, что проблемы есть. Есть, да? Есть, да. Я вижу, но все равно больно. У вас смелость. Да, у вас есть. Надо немножко поставить на места. Ага. И мы сейчас на примере покажем, как это делается. Да, да. Ну, плохо. Давайте я хочу, что плохо, чтобы было еще лучше. Чтобы было хорошо. Ага, лучше направо, да? Направо лучше, чем налево. Голова поворачивается. Угу. Да. И теперь нам нужно, смотрите, вот два пальца положите вот сюда в ямочки именные и слегка надавите и поверните голову вправо-влево, вы будете чувствовать натяжение там, да? Угу. Да, и когда вы чувствуете натяжение, что-то такое, как плотное, да, нажимаете на это уплотнение и поворачиваете голову в одну и в другую сторону. Если есть боль, слегка нажимаете, надавливаете на эти места. Угу. И сейчас можно вам уже поворачивать голову вправо, влево. Сейчас Мария нажимает там определенные точки. В одну сторону повернула и влево. О, уже намного лучше. Видите, да? Да? Вы видели?
Мгм. И сейчас мы найдите, пожалуйста, косточки вот здесь с одной и с другой стороны на голове. Вот они выпирают большими пальцами. И под них, под сам череп, да, вниз, да, большими пальцами надавите вверх, поднимая при этом подбородок. Мгм. Подняли подбородок слегка, не сильно. И теперь голову вправо-влево поворачиваем и толкаем большими пальцами голову вверх одновременно. Мгм. Только старайтесь ровно сидеть, просто сядьте, чтобы позвоночник был прямой. Да, не облокачивайтесь сейчас на сиденье. Мгм. Сядьте на край стула, чтобы позвоночник был прямой. Мгм. И понятно, да, что делать? Мгм. А это поднимаем вверх, да. Мгм. Таким образом, мы убираем высокое давление, нормализируем давление, да, и улучшаем способность думать, память. Мгм. То, что мы делали в самом начале, ставили позвонки на место внизу, седьмой позвонок, тем самым мы улучшаем метаболизм в теле. Мгм. И решаем вопросы с инфекцией в горле, простуды, ну и всякие такие заболевания. Да. Нет, вот это вот. Да, здесь просто зажимы, мы их убираем, эти зажимы с давлением. Вот, знаете, казалось бы, очень простые упражнения, но не зная и не делая эти простые упражнения, мы получаем проблемы, с которыми идем к врачу, и зачастую лечим не то, что надо. Ну, как бы. Все, теперь вы сами себя можете исцелить вот таким образом. Достаточно легко и просто. Ничего особенного. Не надо строить большие больницы, обучать персонал, платить деньги. Мгм. И следующее упражнение научит вас убирать камни из тела, если у кого есть. Блоки в теле, эмоциональные блоки, ментальные блоки. Они у нас у всех есть, у каждого свои любимые. Но уже я думаю, что пора с ними расставаться. Да, и как мы говорили в самом начале, те, кто пришел сегодня третий раз, будут опять практиковаться с лампами, трансформировать одну форму энергии в другую, и потом убеждаться, что у них получилось это сделать. А те, кто первый день, сегодня будем тренироваться на себе, трансформируя свое здоровье. Каждый знает, у кого какие вопросы нужно решить, и сосредотачиваемся на своих вопросах. И сейчас будем учиться трансмутировать энергию, трансформации.
Ага, ничего, canlı adım tuğuna kayıyor. Bastırıp bir seminar Böyle o belki. Dediğimizden ne çıkıyor? Umutlarla. Свойства. Ay kargaya. Onu daha bakın. Стоматолог надо будет. Травматолог. Это тем, кто первый, второй раз в год видит. На занятия были, да? На занятиях были, да? Да. А было? А вот по моему было. Nina, hayaan dito. Magkano man dito? Сейчас мы вам напомним правила трансформации. Первое. Это должно быть четкое намерение. Обязательно. Вы должны четко увидеть имидж того предмета, в который вы будете трансформировать энергию. Но в данном случае это лампочка, и эта лампочка должна превратиться в резиновый мяч. Мы трансформируем энергию стекла, вот энергию, которая здесь есть, в энергию резинового мяча. У вас должна быть сильная вера. И сейчас вы должны представить у себя в голове, что у вас в руках не лампочка, которая разбивается, да, а совсем другой предмет, что у вас в руках резиновый мяч. Что у вас сейчас в руках? Резиновый мяч. И теперь в своей голове увидеть нужно картинку, как этот мяч прыгает, как резиновый прыгает, отталкиваясь от пола, если его бросить вниз. У всех получилось? Представляем. Угу. Сейчас входим в состояние искренней благодарности и благодарим мяч, который у вас в руках, за то, что он позволил выучить вам этот урок преобразования энергии. И те, у кого, кто сейчас самоисцеляется, положите руки на грудь, сосредоточьтесь и с благодарностью обратитесь к своему телу и скажите: спасибо,
тело, за то, что показала мне урок самоисцеления. Gratitude to the ancestors and elements. Yeah? Pray to the ancestors. И мы держим состояние, продолжаем ходить в состояние благодарности, веры, преображения. И сейчас Меркула произнесет молитву благодарности 5 элементам. To be able to nurture kanan warat sirpit o dichtir halkım dichtir halkım dichtir gibi mahtanat ya sirpit dichtir ana çıktım o dichtir köpülla ile bolla o bu dichtir bir çubuk kayıttım adam dinleye ile oldu. Ebe salkınmat. Yıdık öbelir beyt. Eli garp olan. Günsirin gören. Sırgıli yağlan. Ana bu tabulunun Keskit hılıyan kalır. Kolpanlıklıkna. Bununla bir arkadaştan telinler kısıyordum. Kötüs takdir bir üyetten. Onlar altın bir hayır. Ödediydi ya. Olduza doğru gıcıydı. O состояние. Спасибо. Те, у кого лампочка, пожалуйста, возьмите ее вот таким образом в руку. А те, у кого нет лампочки, просто представьте, что у вас на руке большой энергетический мяч, шар, который нужно сделать больше. Merkura will lead the flow of the creative energy with the Om. И Маркула поможет с мантрой Ом, произнося мантру Ом, и мы все вместе пропоем мантру Ом, усилим энергию. Угу.
Компрессируйте энергию, делайте ее плотнее, плотнее вокруг этой лампочки. Почувствуйте эту плотную энергию. Компрессируйте. Постучите по лампе. Какой звук у нее? Хорошо. И такой звук уже, наверное, тупой должен быть, как у резины. И те, кто с энергетическим шаром, просто вложить этот шар себе в живот. У кого энергетический шар, кто работает со здоровьем. Ставь на пол, Бекула. На пол, с высоты пола. Повыше бросайте.
Anlaları benim. Parang gamit. Gusto dinero ka. May masit ka? Ocho, chihuahua. The energy that we receive. И сейчас вы получили свои лампы обратно, может быть, не свои, но все равно. Пожалуйста, поблагодарите лампу за то, что этот предмет научил вас сегодня трансмутации энергии. Set aside, we've got the box and psychic operation here. Сейчас положите лампочки куда-нибудь в сторону, и сейчас будем делать операцию. И сейчас у кого проблема со зрением, плохие глаза, что делаем? Поворачиваем вот пальцами, да, как будто бы мы что-то захватили. 7 раз по вот против часовой стрелки. 7 раз и что-то вытянули и выбросили, предложили земле. У кого есть камни в желчном пузыре, да. Точно так же делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вытаскиваем, предлагаем земле. Если киста в груди, точно так же 7 раз против часовой вытащили и предложили земле. Вытащили. Вот как Мария показывает. Вы готовы? Сейчас потрите, пожалуйста, руки. И также мы соединяемся с силой предков, трансформирующей энергией космоса. Those with mental stress, those with emotional stress. У кого стресс в голове, в мыслях, может делать это вот над головой, у кого проблемы с эмоциями, в середине груди, в сердце. Or wherever the pain is, whatever is their problem in the body, they can do it. А какая бы проблема вас не беспокоила, вы это можете сделать. Сегодня можете решить. So I will guide them. Мария будет вас вести. 7. Put their hands where you want to operate their body.
Поставьте руку вот в такую позицию, там, где вы хотите сделать операцию, на том месте. Ну, сначала один, потом другой. Вы готовы? Угу. 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 Против часовой стрелки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вытащили. И в землю. Угу. И если вы готовы, идем к следующему месту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Если в спине проблемы, значит в этом месте ставим пальцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Угу. Если киста или миома. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все проблемы с глазами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эмоциональный стресс в середине груди. Растерли ладони. И приложили теплые ладони к глазам. Как бы окунули глаза в ладони. И скажите, что скажите себе, скажите космосу, мирозданию, что файл с болезнями глаз удален. С проблемами глазами. Удален файл. Мои глаза здоровы. И от 3 до 5 минут мы продолжаем лечить глаза и потом переводим руки в другую часть тела. В другую часть тела прикладываем, допустим, к груди. Inability to forgive, loneliness are now removed in the cosmic, mental, material, and cellular file of my body. И теперь ладони у нас на центре груди. И мы удаляем файл с печалью, расстройствами, негативными эмоциями. Удаляем из нашего эфирного, ментального, эмоционального и физического тела, из тела физических клеток. Мое сердце функционирует нормально. The arteries are free from extra lead. Артерии свободны от лишнего холестерина. Artery capillaries are free from extra sugar. Капилляры свободны от сахара, лишнего сахара. И давайте сейчас произведем исцеление всего позвоночника. Правая ладонь на
на лбу и левая на копчике сзади. This healing energy is now flowing to all organs, bones of my spine, bones of my spine, cleared now. Представляем, что энергия позвоночника, костей нашего позвоночника, позвонков, нервов, позвоночного столба, вся энергия чистая, очищенная, светящаяся, заполняет наш весь позвоночник, каждую косточку позвоночники. Emotions that are recorded along my spine are now cleared. И все негативные эмоции очищены из моего позвоночника. Мой позвоночник чист. I am vibrating now with love, peace, Я вибрирую с любовью, миром, understanding, пониманием, прощением. Гармонией и счастьем. hands up. Руки положите на живот. We feel this healing energy now in the 50 trillion cells of my body. И сейчас энергия исцеления присутствует во всех моих клетках. Каждой в отдельности и в целом во всем моем теле. All the cells are now vibrating with healthy and balanced energy. И все клетки сейчас вибрируют здоровьем, энергия сбалансирована. Request the light from the cells to expand to our aura. И мы сейчас попросим свет из наших клеток увеличиться до размеров нашей ауры и заполнить всю нашу ауру. Hands on. И сложите ладони на уровне груди. Receive more flow of this cosmic energy. Чтобы получить больше потока энергии, космической энергии. We will reconnect ourselves to the main fire of our body, the ideal life without sickness. И мы сейчас соединимся с нашим идеальным я, с нашим идеальным файлом, который в космосе. Our auric field is at least 10 meters each now, vibrating. Сейчас наша аура увеличена минимум до 10 метров в диаметре и вибрирует прекрасным, ярким, чистейшим белым светом. Answer this, we are one with the vibration of the cosmic movement. И мы сейчас тотально соединены с вибрацией, с космической вибрацией Му. We are reminded of the ideal information of our body without any disbalance. И сейчас наше тело получает информацию о том, что оно не имеет никаких дисбалансов. Now we share this light to our loved ones. Тело наше сбалансировано, и давайте разделим эту энергию с теми, этот свет с теми, кого мы любим. Partners, children, parents,
С разрешения тех, кого мы любим, партнеров наших, родителей, детей. Поставьте руки вот в такую позицию, направляя свет из ладони. С разрешения их душ они точно так же получают эту оздоравливающую энергию прямо сейчас. И, пожалуйста, увидьте в своем представлении этих своих близких счастливыми. И увеличьте сияние, направьте их на тех, кого вы любите, кто является вашими друзьями, может быть, соседями, возможно, коллегами. И все мы это делаем с разрешения их душ. И особенно распространяем этот свет на тех, с кем у нас не сложились отношения, кто, возможно, в конфликте находится. И опять же, с разрешения их душ направляем им свет. Давайте благословим их с любовью и миром, с желанием, с пожеланием им хорошей жизни. Now we move through the souls of their loved ones, ancestors. И теперь мы переносим свое внимание на тех предков, которых мы любим. Hence, Поставили руки в такую позицию. we are sending this intention to the respective dimension of their loved ones, those who left their bodies. И сейчас мы направляем свет и намерение с любовью к тем, кто покинул это тело, к своим предкам, родственникам. All those who are alive, we help them move to the higher vibration, galaxy. И все те, кто ушел в мир иной, мы посылаем им свою любовь из центра галактики, из своего сердца. We see them vibrating in the red dimension or cleansing of their soul. Мы видим их в красной вибрации, которая помогает душам очиститься. They move through the orange dimension for harmony and balance. Теперь они продвигаются, проходят через оранжевую энергию, которая помогает им приобрести гармонию и баланс. And to the golden zone for understanding their existence on earth. И также мы, как проводники, проводим их сейчас через пространство желтой энергии, в котором они понимают свой смысл существования и бытия на Земле. Especially those who died in difficult situations. Особенно те, кто покинул тело в трудной ситуации. Those who are assigned to fight in conflicts. А те, кто погиб в конфликте, Those who were killed intentionally. и те, кто был убит намеренно, Those who suffered accident. тот, кто попал в катастрофу, Those who died during the corona without seeing their relatives. тот, кто ушел во время короны без прощания с родственниками, не попрощавшись. Those aborted
children because parents are not ready to grow. Те абортированные дети, родители которых были не готовы их растить, Those who are still vibrating in the lower dimension and nobody remembers. и к тем, кто до сих пор вибрирует на низких вибрациях, и никто не вспоминает о них. Those from the past civilization generation. А те, кто из прошлых цивилизаций остались до сих пор на этом уровне, на низком уровне, We see them all now in the golden dimension. мы видим их сейчас всех в желтой вибрации, для того, чтобы они поняли смысл своего пребывания на этом пространстве Земля. И сейчас они готовы вибрировать, перейти в вибрацию, в зеленую вибрацию, вибрацию зеленой зоны. Мгм. И переходят к более глубокому исцелению, в голубую зону. With their ancestors and also past lives. Там, где они чувствуют отношения со своими родственниками и даже с людьми из прошлых жизней. Then they are ready to receive the soul qualities of peace, И тогда они уже, и теперь они уже готовы получить те качества, которые переводят душу в состояние гармонии, любви, успокоенности, понимания, прощения, доброты и счастья. in the violet zone they are ready to unify with the purest light of creation. И в фиолетовой зоне, в зоне фиолетовой энергии, они готовы и очищены для того, чтобы объединиться с универсальной энергией космоса. We see them vibrating like angelic lights of pure light. И мы видим их вибрирующие в ангельской энергии чистого света. That will guide the present generation, present family members. Теперь они становятся проводниками и гидами для тех своих родственников, которые до сих пор присутствуют на Земле, становятся их ангелами-хранителями. Положите ручки на тело. И мы благодарим Мать Землю, All the food that we eat всю пищу, которую мы получаем каждый день, for all the minerals that are being produced to support the economy of Yakutsk. и благодарим все минералы, которые поддерживают благосостояние Якутии. We intend that this love be shared to the population as well. И мы желаем, чтобы все это богатство было разделено равноценно между всей популяцией Якутии. And we request that cosmic file of minerals will materialize more in planet Earth. И мы также запрашиваем, чтобы Земля рождала больше минералов и драгоценных камней в этой земле. We bless Yakutia Мы благословляем Якутию with golden vibration of light for wisdom, с золотой энергией света, которая представляет мудрость, more scientists like Andrei Ivановich,
И больше ученых, таких как Андрей Иванович, помогут популяции эволюционировать. More shamans to find other earth. А мы благословляем с тем, чтобы появлялось больше шаманов, которые будут исцелять Мать-Землю. We see the 400,000 plus population of Yakutia happy and wealthy. И мы видим 400 тысяч с плюсом популяции людей Якутии счастливыми, достойными и благосостоятельными, здоровыми. Especially these students of Markula. Особенно мы благословляем студентов Маркулы, тех, кто сейчас, возможно, присутствует в этом зале. Our visitors for this cruise along Lena River. И чтобы было больше посетителей на таких поездках вдоль реки Лены, на Ленские столбы. Now their personal intention hands on their. И теперь персональное желание каждый для себя сейчас пожелает и положите руку на сердце. They will see their bodies. Увидьте свое тело здоровым и счастливым. If finance, they must see the amount of money they receive every month to sustain their lives. Если кто-то желает себе финансов, представьте то количество финансов, которые бы вы хотели получать каждый месяц. Точную цифру. And other intentions they want for themselves and for their family members. И другие также намерения, подумайте, которые вы хотели бы для себя осуществить или для членов своей семьи. They may see these intentions clear in pictures. И, пожалуйста, эти намерения должны быть четкими, чистыми, как на фотографии. In our pineal gland, we inhale. Мгм. Давайте сделаем глубокий вдох. И три раза вдохнем в космос, выдохнем. Realization. И теперь все эти семена посажены и реализуются. Да. Вот насчет намерения, можно я быстренько? Ага. Москваға хыджан билехит келе хыджу бар хаята арай Мария. Я тебе посылаю энергию денег деді. Онда тақам бардым, тақам барым үсері жасасты. Эрте әңгені хыджыбыт онкологияттан Москваға білем дені хыджыбыт. Жонлар Москваға барбы біленлер келенлер тудан қаба ылоқсон дачыларыға итженлер орма ахадан деді мен әрбіден хыджыбыт. Олардан просто оны терраса оргорта табактылот. Табактылот оны табактылот дуд, еще байтык оны эдендер квартира берет Москвага. За то, что вы спасли жизнь или оправдали было. Ол bu kamlık rayonu İngilizler önceden onu yapamadık. Onu gerek. Он то культурно кихивает нам, никакой квартиры, едем, а к основным,
Ondan bulağına diyeleri veriyor gibi babuşka. Kiram varan ana gebirde tağısta. Onu ol gembiyerin oğlum. Bu üzere çansa hasta. Mariyeter, ya gibi bakıp basıla öner büyüdüğünü. Ondan o gembiyerin ona çüsküstü camılak yanadım. Hep arı çakaldığına neyin çüstü. Oğlum, aha, oğlum ondan priнимаю bir adı oldum. Kasiyin sığdır diyen aydı, kıp besi dıgıncalar 1 milyon. Ровно 1 milyon. Onu İkisi de üstlerim demetler gelir. Çok rahat parayasını dölü ıngıranır. Ondan oğlum ona meğerlerini tamam diye. Bahatınır gün dedim. Boğuk dediler o telefonu bırakılarak ıngıralı. Etistivi deyin kara. Ondan masığına ılınıyormuş dedim. O da kras etme oğlan çoğuna masığına nadı verdi. Yani para masığına bulunmaktık diye. Abla verdi. Şimdi bile bir o enerjiyeden bir sene çansa aslında. Zaten çasa. Bir tekrar da ustar bakalım diyor. Bu bilgin üst çağının 1 milyon geliyor da. Çok umut. O da arası karışık gibi işte. Kaputta. Вот. Так sadece soğuk masığından var. Olus gerek. Şöyle olmalı. Bak kolektifte bulunma üstü. Şöyle. Bu hakan yürütten yagalpet tarkanan kandarım da kalır. Андай тугут үрдүнөн билебиз. Потому что сердце Евразии сахасирет. Он умрым шүтүп өйдөн, ондан бачон бат андай бир агыттак бир өйдөн поддержкалар, ну идара için миссияна да кадar. Представляете, будущее поколение bu kadar projeleri yönlendirecekler. İyi oldu projeler. Büyük kaçı çok bunlar oldu. Daha bütün havaları bırak para mavot ederdi o tabloçlu истории diyor. Hatta bütün bilgiler. Sen biliyorsun mu şu bunlar ya? Motoru kas ilgili sakat seni sıfır olan görev. Sahay gidiyor kayak durup duracak. Onun onu ileriye. Как? Не возьми.